калмыки в Сербии. Только калмыкам в Сербии посвятил он вот одну книгу. Ездил в Элисту тоже, там его хотят это перевести на русский язык. На калмыцкий язык. Русские инженеры в Югославии. Издается богатейшая литература, о которой я практически никогда ничего не Мой слышал. знакомый Мирослав Йованович, тот, И что в России мало докторскую кто работу знает. написал, сербы о России и русских. От Елисаветы Петровны, императрицы, до Владимира Путина. Это, значит, архивные материалы, воспоминаний и впечатлений о, значит, России. Ну, посмотрите, это сербы о России. Да. А есть еще книги, минутку посмотрите, такие. Русские о Сербии и сербах. 18, 19, 20 века. Но этого еще недостаточно. Есть еще, то есть и этот еще не исчерпана тема. Сборник документов и материалов с 1917 по 1945 год – это 4-й том, а до этого другие – это Москва, Сербия, Белград, Россия. Это тоже сборник документов. Значит, взаимоотношений с 12 века, а это 4-й том, он Большая отражает 20 век. Да. 4 тома. Вот таких 4 тома, один вам только показываю. Алексей Борисович, а вот в тех книгах, которые вы нам показали, Да. Вы же принимаете участие? Конечно, да. Вот такая тоже важное очень издание. Библиография трудов русских иммигрантов. Мой знакомый, тут я много писал, он переписал все книги, на которые еще могли бы, которые мы вместе, я вместе с ним сотрудничал, могли, значит, найти в разных библиотеках. Значит, это что русские на русском языке публиковали в королевстве Югославии, сербов, хорватов, словенцев. Это и есть памятник русским, которые вот жили для себя. Не давали, там не было это. Все эти книги есть в вашей библиотеке? Нет, это очень редкие книги, некоторые пропали. Тут вообще они сжигались после Второй мировой войны, как белая эмигрантская литература. И поэтому, значит, вот здесь есть такая хорошая карта. Вот видите, он предусмотрел, то есть предугадал, это исследователь, вот что было их так, а вот осталось их это нижнее поле. То есть по годам издания мы просто имели сведения, что были такие книги, но их не нашли. А искали мы в библиотеках мира, не Белграда, не Москвы. Так что здесь все указано. Это вот, значит, каталог, где Народная библиотека Сербии, такой-то номер, там, не знаю, Загреб, Хуверовский институт. А можно ли сказать так примерно, каков процент пропал? Ну, пропало 80, то есть 25%. 25%. Ну, тут переписаны Примерно. не только книги, но и, значит, театральные эти программки, все, что печаталось русскими, да. Ноты. Так что это вот памятник русских в Югославии, вот именно эта книга. Это вот сингулярное какое-то решение, а это вот что они создали для себя, писали. Да. Тут под богословию, по философии книги, по науке. Да, это их. И видите, тут да, все журналы. Представляете вы себе, 30 тысяч населения русских было в 30-е годы в Югославии, не в Белграде, в Югославии. 350 периодических изданий. 350. Некоторые выходили отрывочно, не было денег, прекращали свое существование. Ну вот смотрите, минутку только здесь покажу вам. Какова была креативная способность Вот этого дневные населения? и Желание диаспоры. дневные и еженедельные газеты Арсеньев сделал такой коллаж. Русская газета, 920 год. Новое время, ежедневная газета, которая раньше выходила в Петербурге, продолжила свое существование в Белграде 9 лет. Потом «Царский вестник», «Старое время», «Вера и верность», «Русский стяг», «Русский голос» и «Русское дело», даже уже под оккупацией, германской оккупацией Сербии. Это вот были то есть еженедельные или ежедневные русские газеты в Белграде. И все это в архивах где-то, да?
Вы эти газеты видели здесь в сербских архивах? Да, они сохранились? просто уничтожить. Русский дом, сегодняшнее название Русский дом, бывший дом советской культуры в Белграде, он их всех отдал в макулатуру или сжег. Это и вот эти периодические издания надо искать в Америке, в Праге, в Загребе. То есть такая Белградские, проблема существует. Да, такое уничтожение, да. Такая проблема существует, необходимо искать. Да. Вот такое издание о русском кладбище в Белграде. «Русский некрополь в Белграде». Роскошное издание на деньги России было опубликовано вот недавно. Тут моя одна работа об одном ученом. Ну, это только часть я вам показываю. Да. Дальше. Здесь еще есть. Это моя книга, вы видели, наверное. Да. Вот «Самовары на да. равнине». Это русская эмиграция в Воеводине. Как раз на презентации мы тогда будем. На выставке, да. Вот это да, я поражен. А уж не говорю я о статьях, тысячи их. И я составляю библиографию русских. Всех о русских тех писали на каком-либо языке, на каком-либо этом континенте. Если о русских в Югославии, я это записываю. У меня библиография частично публикуется. Вот и здесь, в этом издании, видите, есть такой вот библиографический раздел. Выборочная библиография, она называется. Видите, сколько я тут дал. Русская эмиграция в Югославии, выборочная библиография книг и этих статей. Первый отдел это книги только, второй это статьи. И даже пишу, такой раздел есть небольшой. Литературное и мемуарные произведения, в которых описана жизнь русской эмиграции в Югославии. Значит, сербский писатель дает там в рассказе своем, пишет о русском. А Сеню его заводит в библиографию. Так что... А вот я что хотела спросить, вот эту книгу «Самовары равницы», где можно? Можно купить, я видел не так давно на Спенсе, тут на конце моей улицы, спортивный этот комплекс, там книжный магазин Solaris. Знаю, Там да, есть эта большой, книга. да, Значит, когда войдете в помещение, до конца надо идти, там в конце, где туристические эти, 2000 стоит. Раньше она продавалась за 5000, 700, 600 динар, сейчас не так дорого. Да, так что вот вам представление, я еще могу вынимать. Алексей Борисович, дорогой, а вот вы нам показали... Сама моя книга русская. Вы нам показали несколько книг о русских, изданных в Хорватии, в Словении. Да. А вот... Вот русская очерки жизни и деятельности русских в Новой Саде. Да, вот эта книга, да, Жанна говорила об уже в этом. интернете, да. Это Я её так не 990. Например, о русских Франции, скажем, Меня эта других тема стран. не интересует, потому что, видите, и этого мне тут много. этого Да, много, много, жизни много. много. Все Они понял, все понял. существуют, но когда пишут во Франции, это только описывает «О, мой Париж». О, русский Понятно. Париж. Только о Шаляпине, Анне Павловой, Бунине. А видите, я провинцию важных городов. Ни в одной стране, это вам могу утверждать, нету так много книг о русских эмигрантов в этих городах вне столицы. Значит, в Праге есть русские в Праге, и у меня есть и до Второй войны книги на эту тему. Вообще основной- Но никто не пишет о других городах Чехословакии. То есть Нет. А людей- ведь я людей маленький было много, город. людей было Маленький много, город да. Карловцы 10 тысяч. Основной поток все-таки в Сербию был, да? Нельзя сказать основной, но большое количество тех, кто и военной эмиграции, значит, которая с Врангелем прибыла, крымская эвакуация. Тут же было 5-6 волн прибытия. То есть это как махаджирство у нас на Сложный, Кавказе. легко задать вопрос, очень сложно ответить, потому что это надо целую уже, да, Всё уже верно. объяснять довольно долго. Что я хочу сказать? Вот, минутку, может быть, еще могу, да. Вот есть еще книги, которые у меня в виде только копий. Видите, что делали русские эмигранты в Белграде? Там существовал русский научный институт. Об этом я там коротко вам упомянул в тех работах, где это.
материалы к библиографии русских научных трудов за рубежом, 20 век. Отлично. Видите, это вот только перечень, значит, Перечень это вот работ. работ, да, это на всех континентах, не только в Белграде и в Сербии. Они собирали данные, как научный институт, который существовал в Белграде, он, значит, собирал. И этим занимались наши... Да, вот два русские таких тома, мигранты. понимаете. Ничего себе. Это копия только сейчас, очень А мало где вот доступна. хранится? Да, вот такая работа. А где хранится оригинал? Да, оригиналы находятся и в Белградской библиотеке, даже в Новисадской есть, ну и в других мировых больших библиотеках находится. Я хочу вам еще кое-что сейчас показать, но это уже немножко, да, отходит от темы русские вот в Сербии. Значит, я могу еще показать вам книги вот русских во Франции, там русских в Праге. Ну, это, я думаю, не так вам сейчас будет. Не, нам все интересно. Да, вот еще о Словении. Так, мы сейчас вам поможем эти книги расставить. Я сам это, Да. потому что у меня У него просто всё знаю, расставлено. где они будут. Мы вас Вот просто сейчас... начинает Хаос. уже просыпаться Словения, благодаря вот Замечательно. этому нашему знакомому моему, который писал эту дипломную работу, магистерскую о русских в Словении, Руси в Словении, от армии до ученых. Вот такие тоже уже на славянском выходят. Мониторишь какой-то журнальчик «Словенцы и русские». Вот видите, так что сейчас, сегодня у нас, которое, 7 число, Да. 17-го, через 10 дней я еду в Македонию, там, значит, архив Македонии в Скопье организует первую на территории Македонии конференцию международную о русской эмиграции. Значит, они там начинают уже копаться в архиве Македонии про русских, так что и они проснулись как бывшая страна, часть страны Югославии, потому что в Хорватии, вот в Сербии, в Словении уже этим занимаются профессиональные, я не профессионал историков, профессиональные историки, они занимаются, и вот начинает сейчас и это. Я там буду читать 2 работы. Так что вот это Словения. Сейчас не могу найти. Тут у меня книги еще в других местах, не на полках. Ну вот то издание, которое я вам говорил, то есть видели и знаете русские в Сербии, Да, что соотечественники составили. Вот как сделали эту книгу русские в Словакии. Да, она более скромная, но тут интересно то, что тоже работал русский эмигрант, и он вот так отразил, очень хорошая книга, отразил деятельность русских эмигрантов в Словакии и их вклад фактически в культуру и науку, значит, только одной вот этой части Словакии, сегодняшней суверенной страны. Так что тоже вот такой человек собрался. Такое есть о русских в меня слова Турции, у меня русских в Это Германии. сподвижник, я не знаю, как его оценить. Это оценят, наверное, когда-нибудь, а может никогда. Ну, а русских вот в других странах сейчас надо искать. Вот одна из них, русские в Париже, 1939. Это Елена Менигальдо. Да, какая-то потомок русских, наверное. Ну, это больше литературный. Ну, такой есть один человек, который, значит, я с ним знаком. Видите, что он? Это француз, русский хорошо говорит. Когда мы в Россию вернемся, Рене Гера такой человек, коллекционер, он преподает русскую литературу. Это значит о русских в Париже. Вот одна его книга, вторая. 7 дней в марте Рене Гера. Беседы об эмиграции. Издана в Петербурге. Еще таких у него есть несколько. Вот 2 книги в Болгарии опубликованы. Тут и моя одна работа. «След пожара в Руси», значит, на болгарском языке. Русская эмигрантская литература и искусство в европейском контексте. Научное и культурное наследство русской диаспоры в Болгарии. И все пишут до 40-го года, как будто бы после того русских не было. То есть это уже тогда политическая тема, идеологическая во время войны. Так, это одна работа, это работа одной
исследовательности болгарской, Маргари Болгарки, Каназирская. Я писал рецензию на ее эту книгу, довольно такая серьезная. Это русские ученые в Болгарии. Рецензию я опубликовал в России на эту книгу. Так что вот такие, видите, болгарские книги. Очень интересная книга вот такая. Идея этой книги, которую частично я дал. В сегодняшней Украине, на юге, даже, скажем, в сегодняшнем Крыму, значит, двое энтузиастов, муж и жена, Николай и Марина, значит, написали книгу, Как составили фамилия? книгу, сейчас Калинин. скажу, ну, Калинин и Калиневич. Земляниченко. Он умер, Калинин, Земляниченко жива. Значит, из крестьян в императорской России вырос очень известный архитектор Николай Краснов. Архитектор Николай Краснов. Он был даже, значит, строителем вилл, он был императорским, значит, архитектором в Ялте. Построил эту известную, значит, Ливадийский дворец, где произошла вот эта встреча Сталина, Рузвельта и Черчилля. Значит, и этот, значит, иммигрант там строил дворцы и другим великим князьям, и вообще был главный архитектор города Ялта. Он в эмиграцию через Мальту попал в королевство сербов, хорватов, словенцев, и там тут он, значит, тоже был уже не императорский архитектор, а королевский, короля Георгиевича, короля Александра. И он создал здесь видное здание. Здесь сегодняшнее Министерство внешних дел, это его здание. Сегодняшнее здание правительства Сербии в центре Белграда, тоже его здание. Здание архива Сербии, это его здание и другие. И, значит, меня попросили этих два автора из Крыма найти и дать им рекомендовать сербского архитектора. Я рекомендовал Александра Кадиевича, значит, который бы отразил творчество этого архитектора в сегодняшней то есть в Сербии. И они опубликовали, значит, три автора опубликовали этого, значит, работы этого архитектора. Да, вот тут, значит, покажу величественное здание. Ну, сейчас трудно. Вот архив, вот правительство, одно, да, вот тут еще должно быть другое здание. Вот Министерство внешних дел сегодняшнее. Ну и что случилось? Эта книга на территории вышла тогдашней Украины, получила приз в Москве. Как вот феномен вот представления работы одного из жизни художника в одной стране и в эмиграции. И потом вышло еще одно издание. Недостаточно было этого одного. Так что вот об одном архитекторе. Так есть книги, которые, или сборники, которые выходят и в сегодняшней Сербии о отдельных личностях. Знаете, сейчас не все могу сразу показать. Ну вот, например, о балерине Елене Поляковой, которая потом в столетнем возрасте, она танцевала вместе с Анной Павловой, друг была. Нина Кирсанова тоже поставила белградский балет, балерина. Так что вот такие тоже выходят об отдельных личностях. У меня нет слов. Спасибо, спасибо вам. Значит, как я вам говорил, три вида можно найти, или когда имеется в виду русскую эмиграцию где-либо в стране, тут можно в трех аспектах посмотреть. Представители русской эмиграции видные: Шаляпин, Анна Павлова, Рахманинов, вот, балерина, режиссер, кинорежиссер и так дальше, или этот театральный режиссер, актер. Это, значит, вклад одного человека. Второе – это вклад русской эмиграции в культуру страны и науку, куда они вошли. И третье – это внутренняя жизнь русских. Как они жили, чем они жили, какие они создавали в своей колонии, маленьком пункте, значит, организации, церковь, русскую школу, значит, библиотеку, детские корпуса. Чем они жили, да. Это вот три аспекта основных, когда вот думаете об эмиграции. Еще одно слово хотел вам, то есть уточнить два термина. Когда русские прибыли на Балканский полуостров, было ли это царство Болгария или королевство сербов, хорватов, словенцев, значит,
они себя называли и их называли исключительно беженцами. Разница между термином «беженец» и «эмигрант» огромная. Только вы, профаны, это не обращайте внимания. Беженец бежит. Он там оставил, покинул дом родственников, не успел распродать свой дом или землю и драгоценности. Он бежит и не знает, до какого пункта он добежит, и он только думает мысли о возвращении. Эмигрант – это Владимир Ильич Ленин. Ульянов, он эмигрировал, политически эмигрировал из императорской России, чтобы работать против страны или там, не знаю. Эмигрант это сознательно, он здоровый, беженец больной, психически. И вот когда, то есть наступил такой период всего тогдашней королевстве сербов, хорватов, словенцев, когда эти беженцы русские могли уже считаться эмигрантами. Когда? Тогда, когда укрепилась большевистская власть в России и когда признали мировые страны Советский Союз. Это приблизительно в 1925 году. Вот тогда осознает беженец, что возврата нет. Тогда он становится политическим эмигрантом. А сейчас имеется у нас экономическая эмиграция. Иногда бывала в 19 веке религиозная эмиграция, когда мароккан там или старообрядцев преследовала империя российская. Так что беженец в 20 веке русский из, значит, беженца превращается в политического эмигранта. Некоторые эмигранты тоже говорят, нет, мы не эмигранты, мы беженцы. Те говорят, мы не беженцы, мы эмигранты. Ну вот надо разобраться в этих терминах. Бежать и не знаешь, и думаешь о том, что там пойдет большевистская власть, и мы вернемся на свои имения, своим родственникам. И беженец не имеет деньги. Если он только взял там свои золотое обручальное кольцо или что-нибудь вывез, это редкость. А вот эмигрант, он сознательно эмигрирует. В этом и разница. Практически ничего не теряет. Во всех документах королевства 20-е годы ни одного термина нет эмигрант, только беженец. Все вот эти были беженцами. Спасибо за разъяснение. Да. Это действительно очень важно. Кто сейчас в 21 веке из ваших соотечественников живет в разных странах, они живут, конечно, но кем они являются? Дайте определение. Вот это, мы считаем... В этих терминах, международных терминах юридических, ими надо обращаться. Значит, говорится в терминах юридических. Я там абхазец. Ну что значит ты абхазец? Кто ты в этой стране проживаешь 50 лет, скажем? Кто ты? В данном случае современные абхазы, проживающие в Турции, Иордании и других странах, Сирии, например, они являются потомками махаджиров. А вот махаджиры – это действительно беженцы. Это беженцы. Я был в Сирии, был в Иордании, так что там удивлялся, сколько вот этих разных бывших, то есть меньшинств или жителей бывшего Советского Союза, которые там живут 1000 лет, а не только Алексей Борисович, скажите, пожалуйста, что необходимо делать по тому направлению, по которому вы занимаетесь? Еще что нужно сделать? Ну, ничего не надо делать, оно само делается. То есть постепенно, знаете как? Не, нужна же поддержка. То есть сегодняшняя Республика Сербия очень молодое государство, потому что до 2000 года или до 1990-х годов это была республика, Федеративная Народная Республика Югославия. Почему я это вам говорю? Потому что сербы только в 21 веке возвращаются к своим корням и к своей стране. То, что в Советском Союзе замалчивалась русская культура, а имелась в виду советская культура, вот сейчас они частично возвращаются к своим корням истории Сербии, так и серб. И как он начинает исследовать свою историю в 20 веке Сербии, не Югославии, он так будет копаться и всюду находить русские имена. Во всех видах деятельности, спорта, шахматах, теннисе, фехтовании, там, не знаю, и так дальше.
и будут всплывать вот эти имена. Так что надо просто оставить на самотек, оно будет, как говорится, востребовано и во всех этих деятельностях культурной науки. До сих пор это замалчивается. Еще вам надо знать общую философию беженства или эмиграции. Маленькая страна, будь это, значит, Сербия, сегодняшняя Голландия или еще хуже Люксембург, маленькие страны официально замалчивают вклад в культуру и науку чужих народов, понимаете? Вы не имеете ни один труд Сербия, королевство, княжество и королевство Сербия XIX века, который бы написал, где бы был исторический официальный научный труд о вкладе чехов, словаков, евреев, русинов там, или главным образом чехов и словаков в культуру Сербии. А они были носителями не только культуры, но и науки. И не было ни одного сербского врача, не было ни одного аптекаря серба, не было. Это все строились, железные дороги. Никто из сербских инженеров не строил. Все были иностранцы. Так что вот замалчивание. Вы думаете, Голландия будет говорить, что это величественное здание нам построил французский архитектор? Будут молчать. Если даже надо книги, я условно говорю, в книге вот наши шедевры нашей архитектуры, они именно эту фамилию уберут, то есть не будут говорить. Сегодняшний, читая газеты межвоенного периода, периодику Арсеньев, значит, открывается новый храм. Один только архитектор в Белграде построил 1054 здания. Проекты сделал 1054 здания. Такой был, да. Дукомский русский эмигрант. В городе маленьком захолустьем Скопье один архитектор построил 356 зданий. Вот вклад, понимаете. А вот в этой книге «Русские врачи», значит, когда сербы говорят, да, русские очень большой вклад внесли в культуру и науку нашей страны. Вот это я уже ненавижу вот такой фразы. Потому что они так говорят, большой вклад. А когда Арсений говорит, после приезда русских беженцев количество врачей в Черногории увеличилось в 4 раза, или количество врачей в Сербии ниже Белграда увеличилось в 3,5 раза, вот это будет тогда, знаете, это. И вот когда Арсений говорит 1054 здания, 358 зданий, и что с этим архитектором? Его выдворили после Второй мировой войны. Он был, значит, историю изучали, сербскую историю Средневековья русские ученые. Их потом погнали после Второй мировой войны, судили, держали в темнице. Потом только после смерти этого человека в Швейцарии Сербская академия наук переиздает его труды, считает его корифеем сербской науки.